Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии генеральный директор компании «Уфанет» Искандар Бахтияров. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю нашим радиослушателям, что мы вещаем в прямом эфире, и вы можете нам присылать вопросы по номеру +7 927 304 1051, а также работает по этому же номеру наш аккаунт в мессенджере Telegram. Прямая трансляция в Фейсбуке и на Ютубе уже запущена. Присоединяйтесь, ставьте лайки и комментируйте наши видео. Но сообщу, что вопросы мы ваши читаем только присланные, которые по номеру, да, +7 927 304 1051. Предлагаю начать с темы федеральной. Сегодня в Госдуме в третьем чтении принимаются два нашумевших законопроекта. Прежде всего, это закон сенатора Клишеса о так называемом суверенном интернете. Для начала вот хотелось бы у вас, как у специалиста в сфере интернета, узнать, что это значит технологически. Вот я, как обыватель, понимаю, что вот берется, грубо говоря, кабель, да, и ставится рубильник на границе России и внешнего мира, и в случае чего этот кабель переключается, там некий, не знаю, рубильник, или это не так? Ну, вопрос неясный, в случае чего он переключается. Вот что должно случиться, чтобы этот, ну, видимо, не рубильник, а рубильник в смысле рубить кабель. Топором даже, да? Да, в прямом вот такой топор-рубильник, видимо, да. А в случае чего это произойдет? Вот, типа, вот я лично, как технарь, не понимаю, это, наверное, больше к политикам вопрос. Зачем рубить кабеля на границе с Россией оптические? Что должно произойти такое? Ну, они как говорят, что вот если как раз что-нибудь произойдет, чтобы нас якобы оттуда не отрубили от интернета, мы должны организовать собственную инфраструктуру. Вот если себе представить сейчас, что некое мировое сообщество условное, да, решило нас от интернета отделить, разве нынешний наш интернет не останется сам по себе работоспособным уже сейчас, без вложения дополнительных 20 миллиардов рублей? Ну, конечно, останется. Вот представим, что если все оптические кабеля, которые соединяют Уфу, обрезать, будет ли способен интернет в Уфе? Ну, я имею в виду в рамках Уфы. Конечно, будет. То есть интернет вообще придумывался как сеть на случай атомной войны. То есть вот была сеть X25, такая иерархическая сеть. То есть и у нее был один центр. Этот центр уничтожается, и вся сеть нераспособна. А интернет на случай атомной войны. То есть атомные бомбы взрываются, а сеть работает. То есть вот эта идея работоспособности сети оказалась настолько успешной, что она превратилась уже в мировую сеть. И, в принципе, сеть интернет исключительно устойчива. То есть правильно ли я понимаю, что речь на самом деле не идет о том, чтобы выжить, когда нас заблокируют, а речь идет о том, чтобы самим заблокироваться, если вдруг появится какая-то причина, скажем? Да, я думаю, так. Очень многие вещи у нас, в смысле, законы принимаются вот с одним названием, а реальная цель совершенно противоположная. Скорее всего, я так думаю, у меня есть такие подозрения, что закон принят для того, чтобы отделиться уже от мирового интернета, в случае чего. А реально вкладывать эти огромные деньги для того, чтобы отключиться в один прекрасный, в кавычках, день нужно? Или это действительно уже сейчас можно сделать без дополнительных вложений? Ну, отключиться-то можно, конечно. Можно взорвать все мосты, там, перерезать железные дороги. Но смысл? Вот проблема в том, что вот когда началась эра железных дорог, были точно такие же страхи. То есть вот империи, Российская империя, Австро-Венгерская империя были большими противниками строительства железных дорог. Вот в частности, Николай I. Да? И, соответственно, железных дорог было мало. И вот когда началась Крымская война, оказалось, что войска попадают на театр военных действий гораздо дольше, и снабжение войск идет гораздо хуже, чем у англо-французов, которые по морю прекрасно все привозят. И более того, они там построили маленькую железную дорогу для снабжения своих войск. Даже вот в Крыму там за 2 года. А Россия без железных дорог оказалась, в общем-то, в очень тяжелом положении. А почему противники железных дорог? Потому что, в общем-то, царь Николай I и император Франц Иосиф, император этой Австро-Венгрии, они были противниками прогресса. Им казалось, что вместе с прогрессом, объективно, конечно, казалось, придет там реформы, революция, всеобщее избирательное право, там все прочее, прочее.
Вот, и они заблокировали железные дороги. И что получилось? Что опасность революции приблизилась гораздо больше, чем если бы были железные С дороги. другой стороны беда пришла. Да. А по поводу второго закона, который также сегодня принимает Госдума, который запрещает оскорблять представителей власти, как его называют некоторые журналисты, закон об оскорблении величества. Вот здесь что? Штрафы довольно приличные, в том числе для средств массовой информации, да и вообще для любых граждан даже предусмотрены, которые по чьему-то усмотрению могут оскорбить представителя власти. Надо понимать, что в последнее время, я уже сбился со счета, очень много таких запретительных, предупредительных и прочих законов. О чем это говорит? О том, что, вот если говорить эмоционально, то свободы становится меньше. Если говорить экономическим языком, то развитие становится меньше, потому что меньше свободы, меньше развития, да? Значит, реально, как говорится, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть вот эти все законы, они не улучшают ситуацию и не укрепляют власть, они ее разрушают. А в данном случае справедливо говорить, что хотели как лучше? Тут, по-моему, и хотели изначально не лучше, и получили. Хотели как лучше для власти, да? Хорошо же, вот власть, она говорит, что прекратить меня критиковать, это логично, да? То есть человек, кто бы ни был у власти, он хочет же, чтобы его хвалили и не критиковали. Следующий закон, естественно, надо принять, чтобы обязать каждого жителя хвалить власть, какое-то количество часов или в битах, байтах и так далее. Вот, но отсутствие обратной связи, оно здорово мешает. То есть наличие обратной связи укрепляет. То есть ты видишь свои недостатки То есть если, знаете, этот свет мой зеркаль скажи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. То есть, можно все зеркала побить, но от этого ты не станешь симпатичнее, скорее наоборот. На ваш взгляд, насколько реально практическая правоприменительная практика по закону об оскорблении властей? Я вот почему спрашиваю, дело в том, что у нас и пакет Яровой довольно-таки давно уже вступил в силу, но вроде как по факту ничего не происходит. Как не происходит, да, но, как говорится, строгость наших законов нивелируется необязательностью их применения. Поживем, увидим, но, наверное, массово не будет. А как? Следующий закон надо запретить рассказать анекдоты. Вот за анекдоты будут сажать или нет? Как по той же самой причине. Кстати, раз уж закон Яровой затронули, вы, как директор компании Уфанет, наверняка знаете, да? То есть уже действуют нормы, которые необходимо операторам связи исполнять. То есть обеспечить функционирование дата-центров, хранящих всю нашу переписку. И более того, насколько я помню, вы рассказывали, вы должны хранить условно матч чемпионата мира по футболу в том количестве раз, сколько людей жителей, его посмотрели. Да. Что-то такое уже происходит? Нет, не происходит, но я уже тогда говорил, что закон принят, а как технически его реализовывать, непонятно. Понимаете, говорят, что приближается мировой кризис, говорят, что в Китае приближается застой, что китайская экономика перестает так быстро развиваться. Я думаю, что если этот закон внедрять, закон Яровой, то мы здорово поможем разогнаться китайской экономике, потому что мы купим дикое количество оборудования и этих дисков, и глядишь, и мировой кризис пройдет мимо мировой экономики. Так что, внедряя этот закон, мы можем спасти мир от кризиса экономического. Получается, работает теория заговора? Или это так, шутка? Шутка, конечно. Ой. В итоге никаких санкций со стороны властей, Роскомнадзора или других каких-то курирующих органов, я так понимаю, нет. И никто не пытается даже еще проверить, а насколько операторы начали его выполнять. Дело не в том, что не пытаются проверить. Непонятно, что с оборудованием. То есть техническая реализация непонятна. Но, в принципе, я сразу сказал, что технически реализовать непонятно как. А вы наверняка же общаетесь с коллегами, да, по отрасли. Есть ли те у нас в России, кто вообще хоть как-то, хоть что-то сделал в плане реализации этого пакета? Может быть, что-то прикупил я не знаю, в недостаточном количестве, хоть в каком-то? Я не знаю ни одного оператора, я не знаю, кто бы прикупил вагон электронных дисков и хранил бы где-нибудь на складе. Да? Не знаю ни одного.
это в расчете на реализацию закона Ярового. То есть, подытоживая, мы можем сказать, что в практическом смысле ничего не изменилось. Да. Мгм. Не, ну куча потраченных нервов есть, да. Это есть. Другая тема, сегодняшняя, чуть ли не главная тема в нашей республике, которая проходит, это отзыв лицензии, по сути, последнего регионального банка, Роскомснаббанка. На ваш взгляд, да, что вообще происходит с банковской системой, раз уж вот так у нас планомерно, по сути дела, исчезают все региональные банки? И к чему это в конечном итоге может привести? Или это лишь отдельно частная история, которая касается клиентов конкретно взятого банка и больше никого? Ну, я не специалист в банковской сфере, но тенденция очевидна, да. Почему, откуда ноги растут, я вот не могу сказать. Но очевидно, что остаются в основном крупные и в основном государственные банки, а мелкие банки, в том числе и республиканские, исчезают. И причем, ну, достаточно все это происходит печально, там людей сажают, много денег теряется, в общем, что-то такое, все мрачное, нехорошее. А почему и зачем, я не могу сказать. Смотрите, такая тенденция, она есть во многих отраслях, и, кстати говоря, в интернет-отрасли тоже, да, но вот Уфанет как был, так и остается крупным игроком, может быть, даже крупнейшим региональным игроком. Я прав? Не, ну мы не обязательно крупнейший региональный игрок, мы потому что во многих регионах. Но если вот нас со всех регионов собрать, да, можно сказать, что мы крупнейший игрок, потому что нету в Башкирии, ну вообще в Башкирии мало региональных игроков не только в области коммуникации, но и в других областях, чтобы вот штаб-квартира была в Уфе. И вот, так что с этой точки зрения мы, конечно, крупнейший региональный игрок. Ну, я бы сказал, игрок Поволжья. Поволжье. На этом фоне, да, процесс слияния и поглощения, он продолжается. А Уфанет вот остается особняком. Вот как вам это удается в нынешних условиях экономических, политических? Там очень простой процесс. Нас постоянно хотят купить, и мы акционерная компания, и акционеры, в принципе, ну, подходят с точки зрения выгодно продать или выгодно сохранять компанию. Но учитывая, что Уфанет достаточно быстро развивающаяся компания, соответственно, акционеры понимают, что выгоднее держать компанию, ну, пакет акций компании выгодно держать, не продавать. То есть Уфанет развивается быстрее, чем условный покупатель крупный, да? Да. Это все понятно. Есть экономические как бы материи, да, которыми мы можем аргументированно принимать решения, но ведь у нас в России немножко и по-другому бывает. То есть не только чистая экономика и не только чистый бизнес, да, лежит как бы в основе принятия некоторых решений, но и какие-то другие вещи. Вот и не все, грубо говоря, бизнесы продаются, потому что собственник хотел на этом заработать и согласился с ценой. А вот Уфанету удается. Ну, видимо, отрасль такая, более-менее приличные люди. Может быть, если бы мы были нефтяная компания, может быть, все было по-другому. Но в области коммуникации все-таки как-то более-менее интеллигентным. Значит, тема, которая также важна с точки зрения событий в нашей республике, это ситуация в Сибае. Но здесь вот какой вопрос к вам. Есть УГМК Холдинг, который разрабатывал этот карьер и, в общем, сейчас отвечает перед жителями Сибая. А жители, в свою очередь, требуют от него компенсаций за экологический ущерб, который данное производство причиняло многие годы городу и причиняет сейчас в виде вот этих вот газовых выбросов. На ваш взгляд, почему такое происходит, что людям приходится требовать от бизнеса неких компенсаций? Насколько справедливы, на ваш взгляд, эти требования компенсаций? Ну, вообще, эти вопросы должны регулироваться законами. То есть вопрос справедливости, он решается путем законов. Ну, понятно, что у нас законы своеобразные. Вот вы последние законы тоже спрашивали меня. Но, в принципе, справедливость в государстве реализуется путем законов. Да? Вот с точки зрения законов, кто там прав, кто виноват, я точно не могу сказать. Но единственный момент, что меня обижает, там говорится, вот предприниматели. УГМК это не предприниматели, это такая крупная сырьевая олигархическая компания. То есть, а предприниматели это относительно небольшие, они работают там, они не дружат с властями, им
На Понятно. блюдечке с голубой каемочки преференции не дают. Те, кто сами создали бизнес. Да. А у ГМК, условно говоря, получили активы благодаря приватизации. Об этом речь. Не только об этом. Они и сейчас находятся в достаточно привилегированном положении. Ну, понятно, там, если покопаться, кто владелец там, и так далее. То есть, надо сказать, что сырьевой бизнес находится в России в привилегированном положении. Это не секрет. И, собственно говоря, Россия сырьевая держава и с вытекающими отсюда многими обстоятельствами. А вот с точки зрения некой этики, что ли, все-таки, да, насколько правильно требовать вот этих компенсаций от бизнеса, не беря во внимание, какой это бизнес, вот такой олигархический или созданный с нуля предпринимателем? Я считаю, что должно быть в рамках закона. А вот что там в данном законе, должен быть суд честный и справедливый. А он там есть, нет? Ну, это вопрос открыт. Да. Вот, это первый момент. Второй момент, я, честно говоря, не понимаю, почему жителям выдавали землю возле карьера. Понимаете, вот Россия — это самая большая страна в мире. Неужели нельзя было найти место для жителей, выдать там место, где бы они могли строиться в стороне от промышленных объектов? Вот это тоже же вопрос, так ведь, да? Ну, так ведь коммуникации надо прокладывать. Ну, это дешевле, чем... Ну и потом, это дешевле, чем дышать этой пылью, этим газом и так далее. Почему у нас вот так все происходит? Вот именно то, что вот вы сейчас описали, да? Есть ли выход, я не знаю, из этой ситуации, чтобы все по уму делалось? Корень зла в чем зарыт? Ну, по большому счету, конечно, в россиянах он и зарыт. Когда вы говорите делать все по уму, много ли по уму делает россияне? То есть я хочу сказать, что есть отдельные личности, их достаточно. Ну, допустим, 20% россиян делают по уму. 80%, знаете, эти стихи: умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Вот умом Россию не понять, вот она что-то делает, и потом сама же страдает, сама же жалуется, сама же и голосует там, ну и так далее, так далее. Вот здесь, что ж, россияне такие. Ну, то есть это как бы замкнутый круг, выхода из которого нет, или он все-таки существует? Мне кажется, россияне умнеют. Вот возьмем 90-е годы, да, там людям не платили зарплату. Вот, допустим, год не платят зарплату, они ходят на работу. Вот сейчас попробуй не плати зарплату, люди же не будут ходить на работу. Или МММ. То есть люди там несли деньги этим мошенникам, там же не одно МММ, там было вообще море мошенников. Несли деньги этим мошенникам, они их обманывали, ну уж было очевидно. То есть у меня ощущение, что умнеют. Но недостаточно поумнели, чтобы но все-таки какой-то процесс идет. Но ведь те же самые МММ не в таких масштабах и сейчас присутствуют. Просто Ну, дураков меньше, значит. все-таки меньше. На ваш взгляд, сколько должно пройти времени в годах для того, чтобы степень концентрации условно умных россиян достигла такого, европейского, что ли, уровня? Ну, это же стандарт 40 лет. Так, из них у нас получается уже 25 позади, да? Или с какого момента считать? Нет, с 91-го года. То есть, соответственно, где-то в 22-м году россияне, как бы сказать, умнеют. Получается, примерно дата близка к окончанию очередного срока Владимира Путина. Ну, по-моему, в 24-м году, нет? Ну, приблизительно, в историческом масштабе-то рядом. Да. Ну, в общем, близко, да. Искандар Бахтияров, генеральный директор компании «Уфанет», в гостях нашей студии. +7 927 304 1051, номер для ваших СМС-сообщений. У нас, опять же, есть история в последние дни по поводу перелета на бизнес-джете чиновников, то ли из Госкомтранса, то ли самого верха руководства нашего региона. В Сочи слетали за 4,5 миллиона рублей. На ваш взгляд, это вполне нормально и укладывается вот в нынешнюю картину дня? Или это все-таки вот из ряда вон выходящий случай? Ну, давайте вот как раз на россиян, да, посмотрим. Каких начальников они больше уважают? Те, которые большие, важные, в больших кабинетах, на больших машинах, на больших этих самолетах летают? Или таких простых, которые вот, как эти европейские, ездят на велосипедах, там все прочее? Вот я четко могу сказать, что большинство россиян уважают начальников, которые на больших машинах, там, и бедным начальникам приходится соответствовать. То есть они, может быть, и не хотят, но поскольку они реальные политики, думают, как так я поеду, там, меня же неправильно поймут, приходится соответствовать народному мнению.
Ну, в данном случае речь идет не о том, что видно, да, когда чиновник передвигается на машине, как бы, да, вот ее все видят, но здесь как бы перелет, он закрыт. Никто и не спросил бы, а на чем вы прилетели. Можно было бы все-таки тихонечко раз и... А на чем? Вот ты сел в обычный самолет, там, говорит, слушай, ну он как простой человек, его не уважают. Там. То есть другие пассажиры увидят и растрезвонят, расскажут слушай, всем. вообще стрёмно, да. А уважают или все-таки боятся в данном случае вот этих больших Но начальников? это же есть, боятся, значит, уважают. Но это вот в российской интерпретации. Понятно, что в европейской там по-другому, но там уже другая культура, да? А вот в этой части у нас что-то меняется в плане вот этих вот интерпретаций и восприятия подобного поведения? Ну, мне кажется, что молодежь проще, да. То есть молодежь, она ездит в Европу, она попроще. Вот я помню, ну, молодежь там лет 20 назад, да, там вот эти все крутые тачки. А сейчас люди проще ездят на велосипеде, там, ездят за границу, спокойно путешествуют. То есть, мне кажется, народ меняется. Но опять же, вот я говорю, подождем до 22 года, посмотрим. Меняется народ примерно равномерно по городам и селам, например, да? Или все-таки в городе этот процесс быстрее, на ваш взгляд? В городе, конечно, быстрее. Ага. Я напомню, Искандар Бахтияров в гостях нашей студии. Сейчас мы прервемся на новости, после этого вернемся и продолжим программу «Персонально ваш». В Москве 13 часов 30 минут. Добрый день. Новости на Эхе. В России вводится наказание за публикации в интернете с явным неуважением к власти. Такой закон приняла сегодня Госдума. За голосовали 327 депутатов, против 41 воздержался. Роскомнадзор будет требовать от владельцев сайтов удалять такую информацию в течение суток. В противном случае сайты будут заблокированы. Публикации оскорбительных постов будут приравниваться к мелкому хулиганству с последующим штрафом или административным арестом. Сегодня же депутаты приняли закон о фейковых новостях. За их распространение также предусмотрено административное наказание. Из-под действия закона выведены новостные агрегаторы традиционных СМИ. Запрет также не коснется. Facebook не будет переносить серверы с личными данными пользователей в страны, где регулярно нарушаются права человека или свобода слова, заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг. Он не привел список таких стран. В то же время стоит напомнить, что ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Facebook из-за того, что компания не предоставила данные о локализации персональных данных российских пользователей на территории России. Facebook грозит штраф до 5000 рублей. Аналогичный протокол Роскомнадзор составил и в отношении Твиттера. Юристы бывшего основного владельца банка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна изучают все возможные правовые действия для защиты репутации после публикации международного расследования об отмывании и выводе денег из России. По словам Варданяна, авторы расследования использовали домыслы и информацию, вырванную из контекста. Цитирую, «В публикациях смешалось круглое и зеленое». Варданян подчеркивает, что как старший партнер «Тройки Диалог» чувствует себя ответственным за происходящее, хотя обвинения лично против него не выдвигались. Ранее проект по расследованию коррупции и организованной преступности рассказал об офшорной империи, которой якобы причастна компания «Тройка Диалог». Утверждается, что через сеть офшоров проходили в том числе средства, связанные с делом Магнитского, хищениями в аэропорту Шереметьево и обналичиванием средств через страховые компании. Расследование опубликовали ведущие мировые издания. Российским министерствам и ведомствам придется раз в квартал отчитываться о рассмотрении общественных инициатив, набравших более 100 тысяч голосов. Это предусматривает проект президентского указа, пишет газета «Ведомости». Отчеты будут публиковаться на сайте Российской общественной инициативы. ВТБ «Капитал» приобрел 20% долю Романа Абрамовича в Первом канале, сообщает пресс-служба Госбанка. Коммерческие условия сделки не раскрываются. Руководство ВТБ считает, что Первый канал имеет колоссальные позиции на рынке, и цифровая трансформация СМИ открывает перед каналом новые возможности. Доллар на завтра
65 рублей 97 копеек. Евро стоит 74 рубля 57 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве в ближайшие сутки облачно. Небольшие осадки. Ночью минус 2,4 градуса. Завтра днем до плюс 5. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Открой для себя журнал «Дилетант». Узнай о правителях и полководцах, о великих художниках и музыкантах, о писателях и поэтах. Ознакомься с историей в комиксах и карикатурах. Стань интересным собеседником. Прочитай о новинках кино и литературы. Выясни, куда сходить и во что поиграть. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Красивая. Матур. Красивая ярмарка. Матур ярминке. Красивая ярмарка. Матур ярминке. В Башкирии будут проводить ярмарки. Красивые, как в Москве. Башкортостанда Мәскәүдәгеләй матур ярминкәләр узгарыласак. В Башкирии будут проводить ярмарки. Красивые, как в Москве. Башкортостанда Мәскәүдәгеләй матур ярминкәләр узгарыласак. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на Эхе Москвы в Уфе. У микрофона Руслан Валеев. Вместе со мной в студии генеральный директор компании «Уфанет» Искандар Бахтияров. Номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 1051. Немного о новой региональной власти хотелось бы вопросы задать. А именно в части, опять же, бизнеса много говорится о привлечении инвестиций. В частности, вот в том же Сочи, да, куда летал бизнес-джет, были подписаны инвестсоглашения. Говорится о том, что депутаты наши, которые работают в Москве, должны привлекать инвесторов со стороны, да, желательно. Вот на ваш взгляд, в нынешней ситуации общественно-политической в регионе, в России в целом, насколько это реалистично действительно привлекать живые деньги со стороны, возможно, даже из-за границы? Ну, давайте сначала определимся, зачем нужны инвестиции. Вот простой народ думает, вообще зачем вот какие-то там капиталисты будут вкладывать сюда деньги, извлекать прибыль. Простое понимание. Придет инвестор, капиталист, привезет деньги, построит завод, у нас будут рабочие места. Ну, вот самое такое примитивное понимание, мне кажется, такое. Я боюсь, что нету такого простого примитивного. Вот будут рабочие места. Что значит будут рабочие места? Вот человек работает в другом месте, и какая разница, вот, допустим, где-нибудь, к примеру, в Баймаке будет завод и будут рабочие места. Более квалифицированные, более высокооплачиваемые. Нет, вот для человека в Уфе какая разница? Я-то понимаю, что разница есть, но вот люди не понимают. Суть следующая, что чем больше заводов, чем больше людей с квалифицированными рабочими местами, тем общая зарплата, вот человек даже не работает не на том заводе, он работает на этом, но зарплата его возрастет, потому что спрос на рабочую силу в целом возрастет. Условно говоря, если все начнут есть дыни, то дыни поднимутся в цене, да? Вот, если нужны будут рабочие, там, инженера там, и так далее, то зарплата возрастет.
И с этой точки зрения инвестиции, они поднимают уровень жизни. Больше инвестиций, выше уровень жизни. Вот в Китае там огромные инвестиции идут. И там, соответственно, уровень жизни был возле нуля, и он сейчас превышает Россию. Пусть не намного, но превышает. И поэтому в инвестициях заинтересованы жители данной республики, страны и так далее, потому что уровень жизни растет. Ну, опять же, инвестициям рознь. Там добывающие, наверное, не очень, потому что, или лес какой-нибудь, да, вот лес рубят, щепки летят, то есть лес вырубили, уехали, и ты остался, так сказать, среди пустыни, или там всю нефть выкачали, или там всю руду выкопали, ты остался среди вот этих отвалов. Но если вот обрабатывающая промышленность, если еще какая-то промышленность, то это здорово, потому что здесь не ресурсы используются, а квалификация людей растет. То есть люди становятся более умелыми, более профессиональными, и зарплата их растет. Поэтому вот такие инвестиции, с моей точки зрения, это здорово. Но вот никто не знает, вернее, мало кто знает, вот недавно арестовали руководителя фонда Баринг Восток. Слушатели «Эхо Москвы» знают, об этом много было Да, сказано. но это вообще страшный удар по инвестиционному климату. То есть я вот понимаю так, что мало кто будет после этого вкладывать, или очень рискованные люди будут вкладывать. То есть смысл вкладывать, если тебе не просто деньги потеряешь, тебя арестуют и посадят, да? Я думаю, что в сложившейся вот сейчас культуре инвестиционной достаточно сложно привлечь инвестиции, хотя я могу ошибаться, конечно. Вопрос от нашего радиослушателя. Нет, наверное, его чуть позже зададим. Вы в любом случае вопросы присылайте, когда уже по Уфанету будем идти. Еще, значит, инициатива, она уже такая более местечковая, что ли, но все-таки тоже важная, она касается денег и нашей повседневной жизни. Нам предлагается программа ремонта подъездов и программа ремонта дворов. Подразумевается большое бюджетное финансирование, там чуть ли не 99% с бюджета, 1% от населения. На ваш взгляд, вот эта программа, она правильная, она своевременная и даст какой-то, может быть, позитивный эффект в части культуры поведения людей и вообще? Вот тут два аспекта получается, такой культурный, общественный и конкретно финансовый. Конечно, хочется жить в красивых дворах, красивых подъездах. Даже вот в Москве там гораздо симпатичнее, чем в Уфе. Единственное, что количество денег, которое выделяется на Москву, на одного человека даже значительно выше, чем количество денег, которое выделяется на Уфу. А если говорить про Стритамак там и прочее, тем более, да, гораздо больше. А правильно ли выделять деньги на ремонт подъездов, которые являются совместной собственностью жильцов конкретного дома? То есть опять мы такое иждивенчество, по сути, развиваем, не так ли? И процесс нашего изменения, да, в сторону европеизации замедляется от этого. Я прав или ошибаюсь? Насчет иждивенчества, наверное, вы правы. Но вот это сейчас такой факт, да? То есть жители России настроены достаточно иждивенчески. Вот здесь я не могу сказать. Нам, с одной стороны, говорят, вы привыкаете, что это ваше, вот поэтому вы платите там фонд капитального ремонта, имейте в виду, это ваше. А с другой стороны, вот вам денег. Как бы вот возникает такое чувство, что, может быть, и не надо копить на ремонт капитальный. Смотрите, это общая тенденция, я имею в виду насчет иждивенчества. Я бы больше сказал насчет иждивенчества, чем конкретно насчет вот этой программы. Так можно? Мы же пришли из социализма, и вот это иждивенчество, вот мы все ждем, что партии и правительство за нас все организуют. И партия и правительство, в общем-то, нас справедливо за это ругают. С другой стороны, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы всем рулить. И вот здесь вот такой момент, что мы ждем, что о нас кто-то позаботится, а сами о себе не заботимся, что достаточно глупо, потому что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. А партии и правительство, они, с другой стороны, хотели бы, чтобы мы о себе заботились, но с другой стороны, сами, да? А с другой стороны, конечно, хотели бы все вот эти финансовые рычаги держать в руках, потому что это достаточно заманчивый и интересный процесс. И вот здесь вот две вот это противоречия и у власти, и у народа, и взаимодополняющих противоречивых поведений. Так что
Я думаю, что все идет от народа, да? А уже вот дальше уже там власть — это отражение народа. Вот так уточню по поводу народа. Насколько сильно, скажем, да, отличаются, на ваш взгляд, народы там, России и, ну, возьмем ту же самую Украину, Белоруссию, да, выходили, в общем-то, из одной среды, из одной страны, а сейчас немножечко наши векторы, скажем, развития отличаться стали. Есть причины глубинные, на ваш взгляд, в народах, или здесь все-таки другие какие-то движущие силы? Я думаю, что мало отличается. Если украинцы более хаотичные такие, но суть коррумпированная не так же, ну или там белорусы, да? А единственное, мне кажется, климат у нас более суровый, поэтому мы более склонны к авторитарной власти. Все-таки вот, здесь важная вещь, да? Из-за климата все у нас. Я думаю, что да, потому что ты можешь митинговать, воровать и митинговать, а можешь воровать и, так сказать, не митинговать, но процесс вот этого вот, ну, как сказать, иждивенчества, скажем так, и там одинаковый. То есть мы ждем, что кто-то о нас будет заботиться. Вот это нелогично. А вы как-то в компании Уфанет, принимая на работу людей, вот этот момент отношения к жизни, жизненную философию претендентов вычисляете? Конечно. Для этого есть специальные методики или Нет, прямые зачем? вопросы? Зачем? Просто разговариваешь с человеком. И мы достаточно... Ну, самая ключевая вещь, мы берем на работу людей, которые любят работать. Ну, во-первых, я терпеть не могу людей заставлять работать. Это вообще ужасно, да? Для меня. Угу. Вот. И у нас, соответственно, контроль достаточно маленький. Ну, я имею в виду уже на работе. Но зато высокий контроль при входе в компанию. То есть мы отберем одного из 20. И вот основной критерий, любит ли человек работать, честный ли там, ну и так далее. То есть вот больше по моральным качествам отбираем. Угу. И надо сказать, что это непросто. Вот, я как раз почему и спрашиваю. Вот этот процесс отбора, он с годами как-то меняется в лучшую или худшую сторону? В том смысле, что было, например, легче, стало хуже, или наоборот, было хуже, стало легче? Сейчас демографическая яма, Ага. и это вносит свои коррективы, скажем так. То Я есть... не говорю, что стало совсем плохо, но лучше не стало. Получается, что мы с вами немножечко как бы вот в тупик пришли, в смысле, что вы говорили, вроде как количество людей там сознательных условно растет, но по факту при трудоустройстве вы этого эффекта не видите. Да. Угу. Эффект не очень. Ну, надо сказать, что много людей же уезжает. Это вообще вот печальная статистика, что Россия теряет умных людей. Вообще процент умных людей, что в России, что в мире, он относительно небольшой. Умных, грамотных там и так далее. И когда даже половина умных людей уедет, это большая потеря для страны. И у нас очень много людей уезжает. Это конкретно много, миллионы. То есть там десятки миллионов. Ну, допустим, за все время 10 миллионов. Но это не просто часть населения, это половина умных. Да? Это очень плохо. Смотрите, а ведь у нас в истории не первый раз такие вещи происходят. Ну, там, вот 100 лет назад можно вспомнить события. Так же произошло, но потом страна ничего, восстановилась. Умные люди вновь выросли, скажем так, в ее... Ну, как вы... Вот смотрите, вспомним эпоху Петра Первого. Да? Петр Первый в большом количестве завозил умных людей из Европы. Вспомним Екатерину Вторую. Она в большом количестве завозила умных, скажем так, немцев в Россию. То есть и многие иностранцы, тот же Лермонтов, ну, Пушкин, вот, ну и вообще другие великие ученые внесли большой вклад в науку, в историю, в военное дело там и так далее. И надо вообще, вот если вспомнить там еще Московское княжество, там они завозили, конечно, этих из Золотой Орды. И опять же, эти люди много что сделали для России, да? То есть та нация, которая со всего мира получает умных людей, она выигрывает. Сейчас такая нация — это Америка в большей степени, потому что Кремниевая долина, она высасывает умных людей со всего мира. А там есть люди из Уфы, из Уфанета? Из Уфанета в Гугле есть, из Уфы, наверное, однозначно. Нет, ну, конечно, есть.
ну, вы знаете, что миллиардеры долларовые есть из Уфы, которые живут в Америке и успешные, ну, вот в IT-бизнесе. Не знал. То есть люди, которые здесь выросли, учились, начали трудовую деятельность, стали долларовыми миллиардерами. И живут, ну, естественно, уже давно уехали, живут Ага. там. Вот. И, ну, Китай. Китай сейчас очень активно поглощает. В свое время Северная Корея достаточно сильно поглощала. Южные, наверное. Южная Корея, я сказал Северная, Мгм. да? Южная Корея очень сильно поглощала. Помимо бизнеса, у вас есть еще некая общественная деятельность. В частности, вот вы вступили в Общественную палату Уфы. На ваш взгляд, для чего нужна эта организация? И лично вы для чего в нее вступили, согласились там оказаться? Ну, меня пригласили, и я считаю, что я, как человек, который неравнодушен к городу, должен отозваться. Вот. Ну, должен выполнить. Это как долг, да? Вот. Ничего конкретного я не могу сказать, потому что она только еще... Ну, было одно заседание, но оно такое, типа мы голосовали, и все. Где-нибудь там через какое-то время я смогу сказать, что было хорошего или нехорошего. Ну, ожидания у вас какие-то есть, что вот вам удастся там, наверное, вот такой-то вопрос продвинуть там с мертвой точки, например? Какие-то наметки, планы? Вы знаете, я в области реального, вот я увижу, что можно сделать, что нельзя, не буду делать. Мгм. Вопрос от нашего радиослушателя Дмитрия. Почему Уфанет широко не шагает по районам Башкирии, там, где монополия Ростелекома, уточняет он? Мы шагаем, мы во многих поселках уже пришли и строим свои сети, и жители с удовольствием пользуются нашими услугами, с энтузиазмом, я бы сказал, пользуются нашими услугами. И, ну, в общем, куда дотягиваемся, а мы во многие места дотягиваемся, мы уже есть. Мгм. И сейчас продолжаем еще строить В наши перспективе сети. компания может покрыть, в принципе, всю территорию, да, республики? Ну, почти всю. Почти. Не всю, конечно. Но... Кстати, не сталкиваетесь, понятно, не вы лично, да, а сотрудники Уфанета, приезжая в деревню, там, с каким-нибудь саботажем, вредительством, не знаю, Нет, нечестной я говорю, конкуренцией? нет, мы, жители принимают нас очень тепло. Мы как будто вот когда мы начинали заниматься интернетом, то есть у жителей не было интернета, мы приходили, нас все радовались. И в больших городах сейчас уже вот, ну, интернет там привычно. Не удивишь А никого. там вот мы приходим с оптическим интернетом, жители рады, и, в общем, очень приятно. И нам приятно, и жителям приятно. Мгм. Вы знаете, я иногда, даже не иногда, а довольно часто в Фейсбуке натыкаюсь на посты возмущенных пользователей интернета, клиентов Уфанета непосредственно. Ну, разного рода бывают замечания. В основном говорят, вот, у меня там технические проблемы, скорость падает, что-то скачет и так далее. Компания обращает внимание на такие обращения или все-таки ждет, когда непосредственно пользователь позвонит там на горячую линию? Ну, конечно, обращают. Но не только наша, все компании обращают. Ну, надо сказать, что и больше благодарных жителей, которые хвалят Уфанет, редко-редко бывает, что ругают. Ну, не ругают, а там какие-то конкретные, но, в принципе, у нас телефон свободный, в любой момент можно позвонить, и мы будем разбираться. Хотя бывают какие-то, ну, надо понимать, что в большой компании там четкие алгоритмы, да, и вот бывают какие-то уникальные ситуации, которые в алгоритм не попадают. Это вот вопрос управления, вопрос инициативы. Вот что у меня не получается как руководителя? Вот российские люди, вот если что-то там, ну, Пошло я не по- вообще не по вот плану? много лет запрещаю отказывать клиентам. Я говорю, слушай, если ты не можешь удовлетворить клиента, ты скажи, я вам сейчас ничего не могу сказать, давайте я ваш телефон запишу и, ну, Пойду дальше, узнавать. да, Мгм. к руководителю там, вплоть до меня, да, в принципе, до меня может дойти, вот, что вот клиент хочет так, и если уже я скажу, ну, нет, мы не можем, это тогда уже это. И вот у меня не получается. То есть в итоге... Люди отказывают. То есть вот наши сотрудники, да, это российская вот эта ментальность. То есть вот есть четкий, ясный алгоритм. Вот люди идут по четкому, ясному алгоритму. Если ситуация не вписывается в алгоритм, они вот в ступор и отказывают. отказывают, да. Я ничего не могу сделать с этим. Вот уже много лет я вот с каждым... Вот когда такой случай доходит до меня, я там начинаю разбираться, говорю, друзья, ну зачем вы так делаете? Но вот эта вот российская ментальность, с ней пока не получается.
получается. Я вот вспоминаю свой опыт работы в сфере торговли у предпринимателя Чичваркина. Там было просто, если ты вот это правило нарушил, как бы, ну, платишь рублем из кармана. И это работало, люди переставали отказывать. Вы такие способы не используете? Нет, я такие способы не использую. Не использую. Я как-то... Ну, у нас нету штрафов. Система такой, понятно. Да, против этой системы. А вы, как активный пользователь Фейсбука, в последнее время довольно много публикуете. И вот, в частности, несколько постов было о преследовании врачей. У нас вот даже и в республике есть, да, конкретные истории. Произошел инцидент с врачом Кушнаренковской больницы, который наложил вместо шины швабру, а потом был вынужден уволиться. И, насколько я вот понял ваш посыл в публикациях, то, что вы против подобных репрессивных мер по отношению к врачам в целом, да? Вот поясните суть вопроса, почему вообще он вас заинтересовал и почему это неправильно? Ну вот смотрите, я вот перед этим сказал, что вот я не могу победить эту систему. Да? Это не конкретного человека я не могу победить, я не могу победить эту систему. Я, директор, еще не придумал, как победить эту систему. Что люди, ну, не сообщают, да? Вот. Это моя управленческая квалификация страдает, понимаете? Вот. Система здравоохранения управляется, с моей точки зрения, очень плохо. И самое ужасное, что врачи вместо того, чтобы лечить, занимаются оформлением многих бумаг. Не хватает там, ну, всяких медикаментов, там все прочее, прочее. Ну, там, ну, плохо управляется, да? И, ну, честно говоря, отношение населения к врачам тоже плохое. Население вот эти все проблемы здравоохранения относят к врачам. Соответственно, врачи в этой, не все, а некоторые, ну, может быть, там, половина врачей, в этой ситуации начинают, ну, относиться к своей работе спустя рукава, да, там, в общем, ну, безысходность какая-то. Там маленькая зарплата, там, особенно у медсестер маленькая зарплата. Там. И вот эта вся система, плохо оплачиваемая, плохо снабжаемая, плохо организованная, но люди, которые работают, врачи, там, все прочее, они заложники этой ситуации. То есть они не виноваты. Виновата система, надо менять систему. Вот когда ты изменил систему, когда ты платишь людям хорошую зарплату, когда хорошее снабжение, когда хорошая организация, тогда ты можешь требовать с людей. А если у людей все это плохо, нельзя требовать. Это относится и к врачам, и к учителям. И вот дело в том, что в коммерческих компаниях там конкуренция. Если ты вот относишься к людям плохо, они идут, хорошие специалисты идут работать в хорошую компанию, и хорошая компания все лучше. Вот, допустим, Уфанет, да, у нас хорошая зарплата, у нас хорошая организация, у нас хорошая атмосфера, у нас уважают людей, да, и с другой стороны, что получается, я горжусь нашими сотрудниками. Мне постоянно рассказывают, вот, ну, внешне, да, что вот приходили ваши сотрудники, такие молодцы, так сделали, там, хорошо, и так далее, и так далее. Вот, но это результат того, что и зарплаты высокие, и снабжение, инструменты хорошие, и уважительное отношение, и честность, и требовательность, да. Ну, требовательность есть, конечно, но требовательность, она направлена в обе стороны, не только вниз, но и вверх тоже. То есть руководители тоже отвечают. А если вот все это плохо, ну, что вот сажать, да? Ну, это вообще ужасно, да, вот это вот, то, что вот там врачей сейчас начинает, Следственный комитет начинает преследовать, потому что врачи, они безответные люди. То есть они, врачи, учителя у нас самые затюканные, самые... А есть ли примеры не в бизнесе, да, вне Уфанета, скажем, а вот именно в рамках таких вот бюджетных сфер, где все-таки более или менее построено? Вот вы говорите, у врачей, у учителей вот все вот так. Есть положительные примеры или все-таки вот везде все так? Ну, отдельные мелкие примеры есть, конечно, но как система, вот государственное управление, качество государственного управления у нас очень низкое. Это вот из-за того, что, скажем так, сейчас вот, грубо говоря, следствие той системы, которая сейчас в стране, или опять же мы заложники того, каков у нас менталитет? Система, которая в стране, является результатом нашего менталитета. То есть наш менталитет какой? Все ждут, что кто-то за них что-то сделает. Никто вот
взять ситуацию в свои руки. Вот врачи, да, я вот говорю, врачи бедные, затюканные они. Вот они же их тюкают, а они молчат. Вот в Кирове, да, собирались посадить. Это же вообще нонсенс. Там девочка 3-летняя умерла, потому что мать ее закрыла и ушла. Ну, причем здесь заведующий поликлиникой? Совершенно ни при чем. И вот ее арестовали, беднягу, прямо в поликлинике, и хорошо кировские врачи там все массово подали заявление, что мы увольняемся. Но это вообще первый случай в истории, я бы сказал, России, да? Ну, я имею в виду постсоветской Понятно, России. да, современный. А так вот над ними их арестовывают, там непонятно за что, там следователи вмешиваются в процесс. Что они в этом понимают? Ничего не понимают. Это же не ловля преступников, там, это же медицина, там, она достаточно сложна сама по себе. То есть вот эти меры должна принимать медицинское руководство. И получается, что медицинское руководство как бы некомпетентно принимать меры, а Следственный комитет как бы компетентен. Но это же чепуха. Пусть тогда Следственный комитет и сам лечит своих сотрудников, кстати, если он такой компетентный в медицине. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя, генерального директора компании «Уфанет» Искандара Бахтиярова, и до свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Это радио «Эхо Москвы».